наш эфир продолжит брифинг по паводковому периоду. Предлагаем послушать. Здравствуйте. На сегодняшний день на реке Лена активная фаза ледохода проходит по территориям Намского и Кобяйского районов. Нижняя кромка ледохода на реке Лена наблюдаем в пределах 110 километров ниже поселка Сангар, а верхняя кромка ледохода наблюдается в районе второго Тахомустаха Намского района. Уровни, нужно подчеркнуть, ниже критических. По остальным рекам, это и Вилюй, и Алдан, они все вышли в устьевую часть, и уровни находятся ниже критических. В данное время особое внимание уделяем на реку Колыма в районе города Среднеколымска. По оперативным данным, в настоящее время уровень воды достиг отметки 12,76, что на 76 выше критических. В настоящее время в зоне затопления оказалось 12 дворовых территорий. На месте работает оперативная группа, и объекты жизнеобеспечения работают в полном объеме. В районе 15:00 в целях ликвидации затора ниже города Среднеколымска был произведен один взрыв взрывчатых веществ в количестве 1 тонны 50 килограмм. И в настоящее время оперативная группа вылетела еще раз для проведения авиаразведки и, возможно, проведения повторных взрывных работ. Данная эта ситуация находится под постоянным контролем оперативной группы МЧС России, Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия и правительства республики. Далее переходим к выпуску новостей. В студии Надежда Саханская. Коротко о темах этого выпуска. На повестке вопросы коммунального хозяйства. В парламенте республики прошли слушания, посвященные оптимизации расходов в отрасли ЖКХ. Без дела дети не останутся. С 5 июня в Ямиконье начнут работать 11 лагерей труда и отдыха. О единственной женщине-орденоносце коллектив Ирасумского народного театра поставил иммерсивный спектакль о жизни Христины Антоновой. Из Якутска в Нижний Бестях 20 мая запустят пробный паром. Госкомценрегиона установил тарифы, рассчитанные по новой методике. Тариф определяется по каждому виду автотранспорта, исходя из занимаемой им площади на пароме. Так, легковые автомобили будут стоить от 1150 до 1400 рублей. Автобусы пассажирских марок от 2500 до 4400 рублей. Автомобили грузовые, бортовые, самосвалы и шасси автомобилей обойдутся начиная от 1500 до 14 800 рублей. Мотороллеры, мотоциклы всех марок – 300 рублей. В парламенте республики прошли слушания, посвященные оптимизации расходов в отрасли ЖКХ. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем по республике вырастут на 13%. Несмотря на ежегодное дорожание тарифов, в прошлом году организации жилищно-коммунального блока Якутии недополучили субсидий на 15 миллиардов рублей. Депутаты и члены правительства обсудили меры по сдерживанию роста этих субсидий. По поручению главы республики разработан план мероприятий, направленных на сдерживание увеличения расходов. Сегодня есть проблемы по отсутствию финансов в части работы ресурсоснабжающих организаций по завозу ТЭР. Есть вопросы по текущей деятельности, есть вопросы по задолженности. И сегодня правительство упорно работает по поиску средств финансовыми институтами страны. И, конечно, мы будем вынуждены получать кредиты, но при этом, конечно, чтобы мы при корректировке бюджета через бюджет решили эти проблемы по возмещению понесенных затрат ресурсоснабжающих организаций.
В районах Якутии активно идет подготовка к посевным работам. Первоочередными задачами сельхозпроизводителей перед началом весенне-полевых работ является приведение в порядок машино-тракторного парка. В соответствии с планом отремонтированы тракторы, сеялки и культиваторы. В этом году по всей Якутии планируется засеять сельхозкультуры на площади в 51 тысячу гектаров. Также предстоит обработать 7 тысяч гектаров земли под пар. 20 мая отмечается Всемирный день пчел. В этот день Минсельхоз Республики привел статистику пчеловодства. По данным ведомства, объем производства меда за период с 18 по 24 годы вырос до 27 тонн. География производителей меда за этот период расширилась с 12 до 33 хозяйств. В основном пчеловодством занимаются в Намском, Мегино-Кангаласском, Амгинском улусах и Якутске. Медосбор в условиях республики начинается с 3-й декады августа. В Бердигистяхской школе имени Семена Данилова состоялся авторский семинар победителей республиканского конкурса, посвященный уникальной программе летнего экологического лагеря «Живая лаборатория Сюме». В проекте приняли участие дети и участники экспедиции. Ярким моментом стали презентации исследовательских работ самих участников. Они продемонстрировали профессиональный уровень своих проектов по мониторингу биоразнообразия, обменялись идеями по развитию подобных программ в своих районах. Семинар стал важным шагом в создании республиканской сети экологических лагерей. Летний лагерь Сюме тесно сотрудничает с Институтом гуманитарных наук. Ежегодно в наш лагерь приезжают работать научные сотрудники и разрабатывают с детьми научные проекты, исследовательские работы, которые дети защищают, проекты, доклады, которые становятся призерами, лауреатами улусных, республиканских, всероссийских научно-практических конференций. С окончанием учебного года перед взрослыми встает вопрос организации летнего времени ребенка. Именно об этом говорили на очередном заседании Улусной межведомственной комиссии по обеспечению и оздоровлению детей в лето этого года. Рассмотрен ряд вопросов о готовности и получении санитарно-эпидемиологических заключений, об организации отдыха и занятости несовершеннолетних. В итоге в Емиконском районе с 5 июня начнут работать 11 лагерей труда и отдыха, в том числе 8 лагерей дневного пребывания и 3 лагеря труда и отдыха разной направленности. Лагеря труда и отдыха у нас будут работать при школах села Аймикон, где будет экологическая направленность, в селе Сарданох по благоустройству села и в селе Терють, где будет агронаправление. Наша задача – охватить как можно больше детей, оздоровить и предупредить правонарушения среди детей и подростков. Традиционно в мае начались последние звонки для выпускников. В школе номер 1 города Якутска состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года для девятиклассников. В этом году обучение в школе заканчивают 55 учеников, из которых 9 ребят претендуют на аттестат с отличием. Последний звонок считается праздником прежде всего для учащихся 9 и 11 классов, так как впереди их ждут выпускные экзамены и получение аттестата. Для остальных школьников он символизирует долгожданное окончание учебного года и начало летних каникул. В Амгинской центральной библиотеке в рамках акции «Библионочь» состоялась презентация книги Эдуарда Еремеева о герое России Дмитрии Егорове, позывной «Сунтар», и его боевом товарище Николае Романове «Ронин». Книга издана тиражом в 1000 экземпляров. В ближайшее время книга поступит в районные библиотеки, а затем в книжные магазины. Также сообщили, что история героев ляжет в основу фильма. В честь 30-летнего юбилея коллектив Варасунского народного театра поставил иммерсивный спектакль про единственную женщину Верхневилюйского улуса, которая была награждена орденом Ленина. Сложную, полную препятствий жизнь Христины Антоновой показали в 6 картинах. Пожилая Христина перед уходом в мир иной вспоминает свою жизнь, когда за ней приходит дух предка. Так как спектакль иммерсивный, зрители тоже участвовали в некоторых моментах. Все атрибуты – это личные вещи Христины Михайловны, даже орден Ленина специально привезли для спектакля ее дети. Вот последний монолог пожилой Кристины мне дался очень сложно, потому что все это надо было прочувствовать, всю ее жизнь, все ее тяготы, то, что у нее накопилось на душе. Она же была очень такой жизнепозитивной женщиной. И вот когда она приехала на родную землю, вот как ее встретили, вот это надо было показать зрителю.
Это было очень сложно, но я думаю, считаю, что у меня получилось. 10 мая стартовал новый сезон юношеской футбольной лиги. Тогда в матчах открытия встретились составы до 16 лет и до 18 лет с команд Благовещенск и СШФ Якутия, где юные футболисты сыграли в ничью. Вторая встреча прошла в минувшие выходные на стадионе Туймада. Якутяне принимали команды «Динамо» Владивосток. В этот раз матчи завершились со счетом 0-1 у команды до 16 лет и 0-2 у команды до 18 лет. Уже 24 мая в рамках третьего тура якутяне встретятся с командой «Шор» номер 1 из Комсомольска на Амуре. Это у нас на Дальнем Востоке юбилейный 5-й сезон. Участвуют 9 команд со всех городов Дальнего Востока. И, по системе «В гостях дома» это у нас получается в этом сезоне 16 игр дома и в гостях. Тренер дает установку, выходим, разминаемся. Что тренер скажет, то делаю. Сейчас будем пробовать, стараться выигрывать юношескую футбольную лигу. Во Владивостоке прошли соревнования по интернациональному волейболу среди студентов со всего города. Мероприятия шли 2 дня подряд. Подробности у Лианы Михайловой. Ежегодное мероприятие, организуемое якутским землячеством Кескиль, состоялось как и среди мужских, так и среди женских команд. Участниками турнира стали не только студенты местных университетов, но также военнослужащие, жители города и члены местных диаспор. Важно отметить, что среди этих интернациональных спортивных игр есть стритбол и настольный теннис. Сегодня есть и саха, и буряты, и русские, и другие национальности. Но в основном саха. Они готовились где-то полчаса и сразу начали играть. Жеребьевка прошла по рандомайзеру. Болельщики сегодня очень активные. Еще и вот только-только подходят. Наверное, к концу болельщиков будет еще больше. Каждый год спортсмены готовятся к этим соревнованиям с большим усердием, собирают команды и организуют ежедневные тренировки. Для большинства участников спорт – это их неотъемлемая часть жизни. Студенты отмечают, что такие мероприятия поддерживают и укрепляют союз среди студентов разных наций. Спорт для меня – это часть моей жизни. Спортом я занимаюсь довольно давно. Помимо волейбола я еще занимаюсь настольным теннисом. Среди соперников есть знакомые, друзья, да, конечно. Все хорошо играют тоже. Соперники достойные, можно сказать. В нашей команде 8 человек. Наш капитан собрал нас недавно, можно сказать. Все хорошо играют. Ожидания от сегодняшней игры хорошие. Думаю, победим. Главной целью мероприятия является поощрение здорового образа жизни и развитие взаимопонимания между культурами спортсменов. По завершении соревнований победителей ждут награды в виде медалей, грамот и ценных призов от спонсоров. Лиана Михайлова, Владивосток. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в итоговом выпуске новостей.